Итак, если вы должны сражаться, то наносите удары только тем, кто нападает на вас. Не нападайте на женщин, детей, стариков или тех, кто находится в своих местах поклонения. Не рубите деревья, не убивайте животных. Сражаться с агрессорами дозволено, но сражаться с невинными запрещено, независимо от их веры. Коран ясно говорит, что мужчины и женщины равны перед Богом и законом. Если есть злоупотребление в отношении женщин, которые являются лишь культурными практиками в некоторых странах, то они противоречат исламу. Ислам гарантирует свободу немусульман исповедовать свою веру и защиту их мест поклонения. Пророк сказал: «Тот, кто причинит вред находящемуся под защитой ислама, я буду его противником в судный день, и он даже не почувствует запах рая». Коран учит 3 видам братства. Братство в человечестве – все люди равны. Биологическое братство – ваши родные братья и сестры. И братство по вере – ваши братья-мусульмане. Если наступит судный день, и у вас в руке окажется саженец, посадите его, несмотря ни на что. Не тратьте воду, даже если живете у реки. Пророк запретил загрязнять источники воды и обещал награду на небесах за посадку деревьев, которые принесут пищу людям, животным и птицам. Он учил, что доброе дело, сделанное для животного, подобно доброму делу, сделанному для человека. Пророк запретил использовать живых животных и птиц в качестве мишеней, убивать их ради развлечения, забивать на глазах у других животных, перегружать и не кормить их. Лучшие из верующих – те, кто лучше всего относится к своим женам, а рай находится под ногами матерей.